Добрый день, уважаемые зрители! Вы смотрите новости на телеканале Якутия-24 в прямом эфире. С вами Влад Давыдов. Смотрите сейчас. Трагедия в Намском районе. В пожаре погибли женщина и 4 детей. Рыба Якутии-2020 в Якутске. Идет ежегодная ярмарка, прямое включение с места событий. Хабиб Гаджи. Любители спорта в ночь с субботы на воскресенье будут смотреть бой в UFC за титул чемпиона в легком весе. Случилась трагедия в Намском районе. Произошел пожар в двухквартирном частном доме в селе Креск-Тыл. Огнеборцы нашли тела женщины и 4 детей. Есть еще пострадавший мужчина. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание греющего кабеля канализации. В настоящее время дознаватели МЧС России совместно с сотрудниками СК и МВД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. К месту пожара также направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи. Принято также решение об оказании материальной помощи семье и родным. Сегодня в 4:43 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в селе Крест-Тыл Намского района Республики Саха-Якутия. После сообщения о пожаре к месту незамедлительно были направлены силы и средства Государственной противопожарной службы республики. На момент прибытия первого подразделения дом горел по всей площади. В результате пожара дом полностью поврежден огнем на общей площади 160 квадратных метров. Есть пострадавший мужчина. Огнеборцами найдены тела женщины и 4 детей. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации. В настоящее время дознавателями МЧС России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. К месту пожара также направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи РСЧС. Всего на ликвидацию пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 16 человек личного состава. За сутки в республике выявили 177 новых случаев COVID-19, из них в Якутске 98, Алданский, Нюрбинский район по 10 случаев, в Аллайховском районе 6, в Намском, Усть-Алданском районах по 5, Нернгринский, Сунтарский, Мегинакангаласский и Хангаласский районы по 4 случая. Также летальные исходы, их 2 за сутки. Лаборатории республики провели 5851 исследование на коронавирус. В Якутске стартовала ежегодная ярмарка под названием «Рыба Якутии-2020». В этом году участниками стали около 15 сельскохозяйственных кооперативов, общин из северных и арктических районов республики и рыбоперерабатывающих организаций, в частности из Аллайховского, Усть-Янского, Нижнеколымского и Булунского районов. На месте событий сейчас работает наш корреспондент Саргалана Неустроева. Ей слово, пожалуйста. Здравствуй, Влад. Сейчас я нахожусь на крестьянском рынке, и несмотря на то, что ярмарка стартовала всего 2 часа назад, уже сейчас у каждой палатки буквально не протолкнуться. Здесь собралось множество любителей нашей местной якутской рыбы, что неудивительно, потому что рыбу здесь можно действительно найти на любой вкус и, что самое важное, на любой кошелек. До прямого включения нам удалось переговорить с некоторыми из покупателей, и они рассказали нам, что же такого вкусненького им удалось приобрести. Предлагаю послушать. Взяли ряпушку, свежую Усть-Янского, и соленой ряпушки немножко. А скажите, пожалуйста, ежегодно приходите на фестиваль? Да, как получается. В прошлом году было тоже закупились, сколько нужно было. Чиромоль. Да, чиромоль, бранатка, эсик и ряпушку. Да. А ежегодно приходите на фестиваль? Мы стараемся, да, ежегодно. Ну, свежее мы надеемся. Чир купила, Нижнеколымский. Скажите, пожалуйста, а ежегодно приходите на ярмарку? Да, ежегодно, я рыбу люблю. Ага. Ну и для собаки здесь тоже купила головы. Ага. Я каждый год прихожу. Мне так нравится. Очень свежайшая рыба. Хорошо. Спасибо.
Ну а для тех, кто хочет наведаться на ярмарку и приобрести какую-нибудь рыбку, мы посоветуем все же поторопиться, потому что сейчас ажиотаж немного спадает, но при этом и рыба заканчивается. А ярмарка будет проходить 2 дня здесь, на Комсомольской площади, с 10 до 5 вечера. И к этому часу у меня все. Влад. Спасибо, Саргалана. Это была наш корреспондент Саргалана Неустроева с ярмарки «Рыба Якутии-2020». Продолжаем выпуск. В период становления льда на реке Лени паромные суда значительно сейчас замедлили ход. Если сравнить, например, с прошлыми годами, машин также стало гораздо меньше. Все подробности у Артура Старостина. Суровые зимние каникулы для паромщиков приближаются. День ото дня на реке Лена из-за скопления большого количества льда судоходам перевозка автомобилей дается сложнее. Паромы передвигаются от силы 10-11 км в час, поэтому одно судно в день выполняет 2-3 рейса. На причале со стороны Нижнего Бестяха скоплений машин не наблюдается, разве что в субботу и воскресенье могут быть толкучки. Плюс цены на паром подорожали, лишний раз не поездишь. Ну, сейчас навели порядок, допустим, в Якутске с этим накопителем. Такой бойни нет. С команды там даем, с берега, они нам отправляют автомобили. Ну, сейчас и движения меньше, разумеется. Сегодня хоть и пятница, а машин-то сами видите, что не так много на переправе. В этот период времени тарифы на паром всегда повышаются, и всех автовладельцев интересует вопрос повышения цен. Ну, во-первых, у нас расход топлива поднимается. Вот, и сложные обстановки, и буксир дежурит, которому тоже надо нанимать, оплачивать деньги. Сейчас паромы по маршруту Нижний Бестях, Якутск переправляются не по часам, а по загрузке. То есть будут стоять и ждать, пока не заполнится весь паром. По моим подсчетам, вот, например, паром 4 здесь стоит уже около 3 часов. Вот сейчас проблема, вот видите сами, что проблема в том, что машин не хватает. Паромы справляются прекрасно. Причалы сейчас вроде отрегулированы и подсыпано всегда все, и как бы проблем нету ни с чем. Сейчас это единственное неудобство для водителей – стоять и ждать. Паром 4 отходит от причала в Нижнем Бестяхе и будет следовать вниз. Паромные переправы могут завершить работу в любое время. Все зависит от погодных условий. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Завершается навигация и в Ленске. На днях в порт придет последнее судно в этом сезоне. В этом году уровни воды позволили судоходству и заказчикам, соответственно, работать с полной загрузкой. В Ленском порту также стали вести прием накопления и хранения грузов, что значительно облегчило работу по перевозке грузов. Однако эпид-ситуация внесла свои коррективы в работу речников. Таким образом, по сравнению с прошлым годом было перевезено на 30% меньше грузов, прежде всего товаров материальной ценности. Это связано с тем, что из-за пандемии были заморожены или вовсе остановлены многие проекты. В целом же план объемов на этот год на сегодняшний день портом Ленска выполнен на 80%. Ношение масок, значит, дополнительные уборки какие-то помещений, значит, чтобы произвести обеззараживание. Мы, так же как и все, значит, занимаемся этим вопросом постоянно. Понятно, что летом в жару, и вот как сейчас, допустим, уже когда морозы, заморозки, не совсем удобно, но люди понимают ответственность, потому что если у нас здесь, ну, как бы произойдет какое-то такое вспышка, так скажем, закроет, то это очень будет серьезное, значит, влияние на то, чтобы перерабатывать груз. Поэтому мы всеми силами стараемся. Люди, конечно, проявляют сознательность, но есть замечания, устраняем, работаем в этом направлении. В Якутии работу психологов объединят в единое окно. Такую концепцию с единым органом управления сегодня предложили сотрудники Центра социальной и психологической поддержки семьи и молодежи правительства республики. Согласно концепции, около 1200 психологов, которые заняты по ведомствам и учреждениям, будут работать сообща. Таким образом, население может обратиться за психологической помощью и за поддержкой в единые окна. Если концепцию утвердят, единая форма работы психологов начнется с февраля следующего года. Напомним, данный Центр социальной и психологической поддержки семьи и молодежи работает уже 20 лет с 20 филиалами в районах. Концепция представляет собой объединение усилий
многих психологов, находящихся в разных ведомствах, под эгидой одного направления, потому что у нас много разных своих трудностей, профессиональных, методических и так далее. Да? Поэтому данная концепция единая позволит нам, всем психологам республики, объединиться и реализовывать гораздо больше, чем... сегодня нужно говорить о психологии развития. Международный день школьных библиотек отмечается уже 20-й год. В этот день принято проводить различные мероприятия, приуроченные к значимости библиотеки в жизни каждого человека. К примеру, как сейчас устроена работа в библиотечном центре информационно-технологического лицея номер 24 в городе Нерюнгри. Об этом сюжет коллег из Южной Якутии. Основной фонд лицея составляет примерно 10 тысяч документов. Специализированный фонд располагается в книгохранилище и содержит около 30 тысяч документов. Видеотека обеспечена дисками по различным областям знаний. Для индивидуальной работы посетителей имеется 2 компьютера с выходом в интернет, 2 цветных фотосканера. В их распоряжении справочный материал электронной библиотеки. Кроме этого, имеется принтер и сканер для тиражирования методических материалов. Для демонстрации предоставляется мультимедийный проектор. Информатизация библиотечных процессов значительно улучшила качество обслуживания читателей. Но при этом в нашем центре мы не забываем и о традиционных формах работы, ценность которых прежде всего в живом общении с читателями, а читатели с книгой. Поэтому регулярно проводим библиотечные уроки, встречи с интересными людьми, оформляются книжные и тематические экспозиции. Большим успехом пользуются детские журналы, к которым ребята обращаются для того, чтобы выбрать материал для своей проектной и исследовательской деятельности или просто скоротать время на перемене. Я люблю читать книжки такие, как «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера» и все такие книжки, которые связаны, например, с сокровищами. Я сегодня взял книжку в этой библиотеке «Остров сокровищ». В этот раз я сдал книжку «Артур» и «Минипуты». В системе образования библиотекам отводится важная роль. На смену традиционной системы приходят новые технологии, современная компьютерная техника. Сегодня материально-техническое оснащение информационного библиотечного центра информационно-технологического лицея номер 24 позволяет оказывать информационную поддержку образовательного процесса в полном объеме. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Российский чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов и американский временный чемпион этого веса Джастин Геджи после пресс-конференции в преддверии поединка устроили дуэль взглядов между собой. После этого они обменялись крепким рукопожатием. Напомним, что бой Нурмагомедов-Геджи состоится в Абу-Даби на Бойцовском острове в рамках турнира UFC 254. И якутские зрители увидят этот бой в ночь с субботы на воскресенье. К этому часу это все новости. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте в курсе, берегите здоровье.